Каждое мгновение в мире что-то меняется. В одну и ту же минуту принимаются сотни и тысячи поворотных решений. И есть среди них те, что изменили ход истории. (1822 год). В царской России начинаются преобразования на территории Сибири, направленные на изменение системы управления. Результатом трехлетней ревизии государственного деятеля-реформатора Михаила Спиранского и работы специально созданного в Петербурге Сибирского комитета на свет появляется целый ряд законодательных актов, составивших особое сибирское учреждение. Для столицы нашей республики одним из самых знаменательных событий той череды нововведений стало появление первой городской общей и шестигласной думы. Согласно расписанию городов по их разрядам, Якутск был отнесен к средним городам Сибири. Таким городам полагалась такая форма общественного управления, как городская общая и шестигласная думы, состоящая из гласных 6 сословий. Этот распорядительный представительный орган самоуправления существовал в крупных городах России. Обычно купеческие, мещанские, ремесленные общины, духовенство, казаки, чиновники-дворяне избирали своих представителей, гласных, предшественников современных городских депутатов. Низшим сословиям, крестьянам, рабочим, право выбирать своего гласного не предоставлялось. К началу реформ всеми хозяйственными и судебными делами в черте Якутска ведало присутствие ратуши, состоявшее из бургомистра, 2 ратманов и секретаря. Бургомистра и ратманов избирали на 3 года городские обыватели. Первый получал жалование из городских доходов, вторым вознаграждение не полагалось. Достижениями в XIX веке у городского самоуправления были большие сложности, поскольку у этого самоуправления не было бюджета. То есть денег вообще не выделяли. Абсолютно. И, соответственно, ничего такого особенного для города эта дума сделать не могла. И единственное, что можно сказать, это поскольку в этой думе были представители от купечества, они были мало заинтересованы в благоустройстве города, ну, вообще не заинтересованы, но зато были заинтересованы в создании торговой инфраструктуры. После введения реформ Михаила Спиранского деятельность сословных органов управления намного оживилась. Городское купеческое и мещанское общество 11 октября 1827 года решили построить главный корпус Малого базара, который впоследствии получил название «Кружало». Базар строился с 1827 года по 30-й. На его постройку средства выделила ратуша, а также крупные пожертвования сделали купцы. Таким образом, торговые ряды Кружала стали общим делом, объединившим гласных Первой городской думы. Спустя 2 века, уже в реконструированном виде, это исторически важное здание остается достопримечательностью столицы республики, напоминанием о первых общественно важных решениях городского самоуправления. В 1856 году Главное управление Восточной Сибири предписало Якутскому областному управлению учредить городскую думу. А в 1870 году императором Александром II было утверждено новое городовое положение. С введением в жизнь новой городской реформы сословные органы управления городом заменялись общегородскими думами и управами. На них возлагалось исполнение административно-хозяйственных дел. Новое городовое положение значительно расширило участие городского населения в управлении хозяйством. На выборах в Якутскую городскую думу, проведенных 14 декабря 1873 года, были избраны 8 чиновников, казачий сотник, 4 священника, 11 купцов и 6 состоятельных мещан. По положению гласные думы закрытым голосованием избирали членов исполнительного органа, городской управы, голову и 2 членов управы.
Срок полномочий гласных думы и членов управы устанавливался в 4 года. Городской голова являлся председателем Якутской городской думы. Ярким представителем своей эпохи был Павел Андреевич Юшманов, купец второй гильдии. Павел Юшманов избирался с 1905 по 1917 годы городским головой и одновременно председателем думы. При нем деятельность Думы была наиболее активной. Началось укрепление набережной во избежании паводков. Обращено внимание на санитарное состояние города. Запущена первая электростанция. Заработала телефонная станция на 160 абонентов. Проведен водопровод с питьевой водой. Были построены здания для библиотеки, реального училища и окружного суда. С 1917 года Якутская городская дума становится ареной борьбы различных политических сил, что отразилось в провале выборов в Думу в 1918 году. В связи с гражданской войной до 1921 года город оставался без представительного органа управления. В 1921 году в Якутске состоялись выборы в городской совет рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов. В состав совета было избрано 56 депутатов. В компетенцию Якутского горсовета входило проведение в жизнь постановлений высших органов власти на территории города, решение хозяйственных, социальных, культурных вопросов, благоустройства, регулирование продовольственных проблем. В период между пленумами президиум контролировал деятельность городских органов управления и учреждений. Основным отличием в деятельности горсовета от бывших органов городского самоуправления было то, что советы, по мнению большевиков, должны были играть роль государственных органов власти, осуществляющих диктатуру пролетариата. Таким образом, Якутский городской совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов представлял государственную власть и в последующие годы. Председатель Якутского горисполкома одновременно председательствовал на сессиях горсовета. В 90-е годы начался интересный этап в истории нашей страны и республики. Переходный период принес не только разрушение старой системы, но и создание новой. В 1993 году после распуска городского совета исполнительный комитет преобразовался в мэрию, почти с теми же функциями, как и горисполком. Но после придания статуса столицы мэрия получила расширенные права. И только в 1995 году состоялись первые альтернативные выборы мэра города Якутска и городского собрания депутатов. Тогда было избрано 15 депутатов. Главой администрации города стал бывший директор треста «Восток-Техмонтаж» Спартак Степанович Борисов. Представительный орган управления городом возник в лице городского собрания. Председателем был избран Александр Николаевич Кимкимен. В целом, оценивая деятельность городского собрания депутатов, я хочу отметить, что у нас была слаженная команда, и, конечно же, количество депутатов всего 15 человек. То есть округа были достаточно большие, мы практиковали в обязательном порядке отчеты депутатов. Периодически мы в разных местах проводили отчеты. И это, конечно же, создавало атмосферу открытости, гласности. Мы очень активно сотрудничали со средствами массовой информации, не только городскими, но и республиканскими. Но поскольку в тот период мы были одними из первых, которые имели аппарат на освобожденной основе, в других районах, городах такого не происходило. Вот почему на базе городского собрания депутатов проводилось множество различных семинаров, совещаний. И мы взаимодействовали достаточно активно с государственным собранием Илтумен, реализуя свое право законодательной инициативы. Поэтому это время было достаточно таким интересным, насыщенным.
К 1996 году, с учетом возрастания роли Якутска как столицы республики, были приняты важные решения по его развитию. Это Закон Республики Саха-Якутия о статусе столицы, Указ Президента Республики о развитии столицы, Постановление правительства об оказании дополнительной финансовой помощи в подготовке объектов городского хозяйства к зиме и ряд нормативных актов и решений на уровне министерств и ведомств. 15 лет назад началась полномасштабная деятельность по переходу к местному самоуправлению. Для введения местного самоуправления в республике была проведена огромная работа. В 2003 году состоялись выборы депутатов первого созыва местного самоуправления. На 7-й сессии 22 июля 2008 года окружной совет города Якутска был переименован в Якутскую городскую думу, что является историческим названием представительного органа города Якутска. Сегодня роль представительных органов власти значительно возросла. Многолетний опыт развития местного самоуправления показал, для управления городом, для перспективного его развития необходимы широкие полномочия для народных избранников. Именно представительный орган устанавливает порядок жизни в муниципальном образовании, разрабатывая и принимая законы. Можно сказать, депутаты строят нормативно-правовую платформу, на которой исполнительная власть возводит то, что должно улучшать и облегчать жизнь населения. Сегодня именно представительный орган принимает бюджет, устав, правила благоустройства, генеральный план, правила землепользования застройки, разрабатывает стратегию социально-экономического развития, то есть все основополагающие базовые нормативные акты, которые определяют жизнь и порядок в муниципальном образовании. В системе разделения исполнительной и законодательной властей Якутская городская дума свое место нашла. Мы очень тесно сотрудничаем по вопросам реализации стратегии развития нашего города на период до 1932 года. Депутаты очень активно участвуют в работе депутатских комиссий, различных межведомственных комиссий с участием уже и представителей окружной администрации. И, конечно же, отрадно отметить, что большинство наших депутатов очень активно работает и с самими избирателями. То есть не теряют связь с избирателями, активно с ними встречаются, помогают им, ставят те вопросы, которые интересуют избирателей. Это говорит о том, что наша городская дума – это живой орган. И в этом залог, я считаю, что дальнейшего развития нашей городской думы. Я считаю, что взаимодействие окружной администрации города Якутска и Якутской городской думы на сегодняшний день практически оно идеальное. Каждая из ветвей власти исполняет свою роль, исполняет свои функции, полномочия. И у нас главная единая цель – это развитие нашего города, улучшение жизни людей в нашем городе. Депутатский корпус третьего созыва состоит из 30 депутатов, половина из которых избрана по одномандатным округам и 15 человек по пропорциональной избирательной системе. Среди народных избранников – предприниматели, представители бюджетной сферы, государственных учреждений и предприятий республики. Председателем городской думы в 3-й раз избран Саввинов Александр Александрович. Сегодня в составе 3-го созыва Якутской городской думы участвуют депутаты 5 партий. И в этих новых условиях, конечно, естественно, нужно было менять какие-то управленческие решения, вопросы взаимодействия, что в полной мере, наверное, удалось. Современная дума – это прежде всего синтез, наверное, ответственности, ответственности и тех нормотворческих законодательных инициатив, которые исходят из основной задачи. Основная задача – это прежде всего определение условий жизни, определение порядка жизни в городе. И сегодня я считаю, что Якутская городская дума сегодня в полной мере отвечает этим требованиям, исходя из того, что на нас возложен действительно очень серьезный и ответственный ряд полномочий. Все основные сферы жизни города и горожан охвачены работой комиссий, на которые разделен депутатский корпус. Всего рабочих комиссий 9.
Коммунальное хозяйство города, пожалуй, первостепенное направление работы исполнительной и представительной ветвей власти. Задача городской думы – поиск новых решений вопросов жизнеобеспечения города. Депутатом Владимиром Амосовым 4 года назад была предложена программа «Якутску инженерные решения». Цель ее – выявление оптимальных и необходимых городу инженерных технологий. Первый год мы ставили, это были энергосервисные контракты в наших ДЮСШ. Это были на основании солнечных панелей сокращение расходов на тарифы в многоквартирных домах. Это были проекты по водоотведению. Очень много времени занимает, допустим, получение тех условий, подключение к электричеству, лето проходит. А тут мы использовали солнечные панели. Это новые лазерные шоу на великах в этом году испробовали. Ну, очень много проектов по озеленению, капельный полив, орошение, ну, специальные такие методы, которые используются, ранее не часто использовались, можно сказать. А сейчас мы их пробуем на масштабировании и проверить, как они поведут у нас в условиях вечной мерзлоты, в условиях географического, в условиях, когда солнца не хватает. Те же солнечные батареи, которые вот освещают наши улицы. Очень много про это говорится, но аналитики мало у кого есть. И вот мы их проверяем, и те проекты, которые вот действительно пошли, это, например, откачка воды с помощью, мы их по другим программам начинаем поддерживать уже в рамках города Якутска. Значительное внимание Думы обращено на социальную политику города, в частности, на сферу образования. Усилия комиссии по социальной политике направлены на улучшение условий в школах и детских садах. Так, по инициативе депутатов и благодаря их работе в дошкольных учреждениях появляются новые спортивные и игровые площадки. Ведется установка очистительных модулей воды в школах города. Большой пласт работы был проведен конкретно по дошкольному образованию в нашем городе. И как самый такой наиболее важный момент в системе дошкольного образования – это наша работа, которая на протяжении многих лет определялась в плане увеличения режима работы детских садов, которые работали до 2010 года 10,5 часов. Конечно, работа в режиме 10,5 часов детских садов была очень неудобна, в первую очередь для наших родителей. Эта проблема была очень актуальная в нашем городе. На протяжении нескольких лет мы работали по этой проблеме. И вот 17 декабря 2009 года было принято решение о увеличении режима работы детских садов до 11 часов. С увеличением работы детских садов мы увеличили и штатное расписание в части воспитателей. То есть дополнительно 167 воспитателей пришли в систему дошкольного образования. А сегодня наши детские сады работают 12 часов. Это был огромный прорыв в части этого проекта увеличения режима детских садов. Хочу сказать также, что на протяжении многих лет очень актуальной и динамичной проблемой была доступность дошкольного образования. Это не только в нашем городе была проблема, эта проблема была в части всей России. Конечно, очень много было предпринято различных мер для того, чтобы этот вопрос на сегодняшний день был решен. И вот в течение последних 3 лет мы смогли эту проблему решить совместно с окружной администрацией нашего города. Напряжение, та очередь, которая составляла 16 тысяч человек, на сегодняшний день от 3 до 7 лет нулевая. Каким образом мы решали эту проблему? Конечно, способов было очень много. Это и строительство новых дошкольных образовательных учреждений. В нашем городе открывались частные детские сады. Но наша лепта заключается в том, что мы смогли решить вопрос, и нам разрешили открывать дополнительные дошкольные группы на первых этажах жилых домов. Одним из последних достижений социальной политики стало внедрение единого меню для детских садов, которое составлено с учетом традиционного рациона питания северян. С 1 января 2018 года все детские сады города Якутска перейдут на новое 20-дневное меню. Для этого из бюджета города будет выделено 72 миллиона рублей.
Доходная часть бюджета города на 1/4 состоит из отчислений малого и среднего бизнеса. Это больше миллиарда рублей. Задача депутатов – создание благоприятных для бизнеса условий развития. Принимаются нормативно-правовые акты, проводятся грантовые конкурсы. Но надо сказать, что сегодня работа обретает больший масштаб. Реализуется комплексный подход к развитию предпринимательства. В частности, можно яркий пример – это создание территории передачи развития Кангаласы, где депутаты городской думы были инициаторами этого проекта. Первые выделили земельные участки, выделили бюджетные средства на создание инфраструктуры подведения электричества, газа. И уже потом поддержал региональный уровень и федеральный. Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о создании ТОРа, где созданы лучшие условия мировые в части налогообложения, и бесплатно выдаются земельные участки, тех условия бесплатные. И сегодня там уже 10 проектов реализованы, и будет еще больше. То есть это станет точкой роста, скажем так, северной части города Якутска и доходной части. Помимо этого мы делаем ставку на IT-отрасль, потому что сам по себе Якутск, конечно, не добывающий город, и мы делаем ставку на интеллект, на интеллектуальное производство, чтобы в Якутске становилось больше таких компаний, как Майтона, Синет, чтобы мы производили, скажем так, экспортно-ориентированное производство. Для этого у нас создан и технопарк, строится сейчас при поддержке, в том числе и города IT-парк. Будет в следующем году создан фонд поддержки IT-стартапов. Все это делается для того, чтобы, скажем так, создавать эти комфортные условия. Работа депутата – это больше, чем профессиональное занятие. Это призвание. Умение выстроить эффективный алгоритм действий для улучшения той или иной ситуации. Наряду с законодательной работой, реализацией больших проектов и решением масштабных задач, каждый депутат вплотную работает с горожанами. Для депутата самое главное – это близко должен быть своим избирателям, не только по выборам, когда выборы назначаются, и приходить, и агитировать, и прочее. Мы всегда в тесном контакте со старостами домов, общественными, нашими центрального округа организациями. Я всегда и центральный округ, Октябрьский округ, строительный округ, всегда главы этого округа мне помогают, всегда они поддерживают, как действующие депутаты, и им помогают, когда какие-то вопросы обсуждаются. Горожане обращаются к депутатам как с частными вопросами, так и с общественными. И решить их народные избранники стараются все, ведь отдельная часть целого. В частности, например, благоустройство нашего двора Дзержинского, 9. Несколько лет мы ставили этот вопрос. В этом году, наконец, мы вошли в федеральную программу. Я считаю, что в этом есть заслуга и Николая Николаевича. И сейчас наш двор выглядит очень хорошо. Там и детская площадка устроена, и дорога, и тротуар. В общем-то, жильцы очень довольны. Но это один из нюансов. На самом деле он очень много вопросов решает. Например, даже люди, которые у нас живут, ветераны, болеют, обращаются, он никогда не отказывает ни в помощи, ни в госпитализации, ни к обращению к врачам. И многие другие вопросы он решает, конечно. Система местного самоуправления как живой организм прошла разные стадии развития. Менялась и адаптировалась под существующие реалии, требования времени, и вместе с тем сама меняла данность, совершенствовала ее. Мы очень четко видим перспективы, очень четко видим те задачи, которые у нас есть. Мы приняли стратегию развития до 2032 года, где мы заложили, и мы знаем, что будет через 5 лет, через 10 лет и так далее. За почти двухвековую историю Якутской городской думы остается неизменным главная задача народных избранников – служить во благо города и его жителей, улучшать и развивать столицу Республики Саха-Якутия. Депутатами нескольких поколений проделан огромный путь, и впереди еще большие достижения, которые продолжат историю Якутской городской думы.